Доброго утра нашим ранним телезрителям. Это прекрасное утро встречает с вами я, Амулан Гаджаданова. Предлагаю его начать с пробуждающей зарядки, ведь этим видом физической активности могут заниматься люди любого возраста и физических возможностей. Для занятий не требуются дорогие тренажеры или спортивное оборудование. Достаточно 1 квадратного метра пространства дома, на улице или на работе, удобной одежды и вашей готовности. А наши фитнес-тренеры подскажут правильные упражнения для отличного начала дня. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо, и мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно отстаться над пяткой, спина прямая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение Спайдермен. Для этого нам нужен коврик. Мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. 1, 2. Движения плавные, не резкие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение – обратный мост с вытягиванием руки. У нас 4 точки опоры, ноги и руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки, выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю к противоположному. Потом прямая рука, нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 2. 1. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. А вы знали, что существует несколько видов приготовления калмыцкого чая? Его заваривают даже на бараньем бульоне, чтобы ароматный напиток был более питательным и насыщенным. Представляете? В рамках нашей передачи «Истинная хранительница калмыцких традиций» и по совместительству моя коллега Светлана Аджиева сегодня познакомит с основным видом приготовления чая. А уже завтра мы расскажем об еще одной разновидности калмыцкого чая. Сейчас все внимание на экран. Калмыцкая кухня питательна и разнообразна. Особое место в ней занимает калмыцкий чай. Наши предки испокон веков придавали этому божественному напитку особое значение. Первая пиала калмыцкого чая всегда преподносилась богам, затем гостям. Сегодня я вам приготовлю 4 вида калмыцкого чая. Традиционный калмыцкий чай.
Нам понадобится для этого масло, лавровый лист, калмыцкий чай плиточный, мускатный орех, соль, молоко и вода. Вода у нас, кстати, уже закипает. Мы добавим в кипящую воду заварку, для того, чтобы у нас чай был очень вкусный, наваристый. Конечно, мы не пожалеем заварки. Добьемся интенсивного кипения, для того, чтобы у нас заварка вместе с водой хорошо прокипела. Я думаю, что достаточно у нас вода закипела. Нужно будет добавить соль. Кто-то любит чай калмыцкий соленый, кто-то любит умеренно соленый. Я думаю, что каждая хозяйка варит калмыцкий чай по-своему. И давайте добавим уже в нашу кипящую воду вместе с заваркой молоко. После того, как мы залили молоко по традиции, нам нужно будет 99 раз помешать по часовой стрелке, обогатить наш калмыцкий чай кислородом, для того, чтобы его вкусовые качества еще больше проявились. И чай у нас был вкусный, ароматный. Обязательно у калмыков все делается по ходу солнца. Чай у нас покипел, нам нужно будет масло. Также можно добавить сюда мускатный орех. По желанию можно добавить лавровый лист и все тщательно перемешать. Готовый калмыцкий чай желательно процедить для того, чтобы не попались стебли. И по традиции первую пиалу чая мы должны поставить богам. Ну вот, друзья, калмыцкий традиционный чай. А мы продолжаем. Сегодня гость нашей студии Зоя Нюкеевна Ханхалджинова, заслуженная артистка Республики Калмыкия, художественный руководитель Калмыцкого государственного театра «Кукол Джангар». Зоя Нюкеевна, доброе утро. Доброе утро всем. Рада видеть у нас в гостях. Зоя Никеевна, расскажите нам о себе, о том, как начинали свою деятельность в роли актрисы. Это было для моих родителей неожиданно, когда я решила вдруг стать актрисой. Я помню, папа мой тогда говорил: я думала, ты будешь парикмахером или швеей, но тогда открылась первая студия в музучилище. Мне попалось объявление, я пошла и прошла все туры, и вот стала актрисой. А попала я по распределению, после студии я попала по распределению в театр кукол, тогда открылся первый Калмыкия театр кукол, мы там поработали, нас отправили учиться, мы закончили Ярославский театральный институт, так что я первая актриса-кукольница в Калмыкии. И потом наш театр кукол перестал существовать и стал ТЮЗом. И вот в ТЮЗе, конечно, с приходом Бориса Наиловича Манджиева, главным режиссером, началась такая бурная наша творческая жизнь. Я думаю, что тогда вот театральная жизнь Калмыкии тогда забурлила. И вот такое стечение такое обстоятельств. Получается, что я из театра кукол перешла в ТЮЗ, из ТЮЗа мы перешли в Национальный театр, и теперь я возвращаюсь назад в театр кукол. Вот судьба вот так как-то со мной такие шутки шутит. Ну, довольно-таки интересная судьба у вас. Каково, вот вы сказали, вы были первой актрисой-кукольницей. Да. Каково вот было быть вот именно первой актрисой? Было очень сложно, потому что у нас в Калмыкии актер-кукольник, он, ну, как бы серьезной профессии как бы не рассматривалось, когда были в Национальном театре такие известные актеры, Сасыков, Ильянов, Уланов, и вдруг появляется маленький театр, и там актеры-кукольники. Нас, я помню, так шутку называли куклами. Ну, ничего, мы доказали, что кукольник – это очень серьезная, ответственная, очень творческая, интересная профессия. И мы, кукольники, которые закончили Ярославский театральный институт, очень часто доказывали, что мы
Мы хорошую школу прошли, актерскую. Как вот развивался театр вот кукол у нас в Калмыкии? Какие роли были, какие были первые, вот, скажем так, спектакли? Первый спектакль, вы знаете, очень интересно. Опять же, вот судьба, что ли. Первый спектакль мы открылись с Аргирелом. Это был такой красивый спектакль кукольный. Открылись мы на сцене Национального театра. И я помню, после спектакля пришел Давид Никитич Кугультинов. Мы молодые, а он уже мэтр, уже звезда, все его знали. И он пришел нас поздравить, он пришел на спектакль, посмотрел спектакль, зашел к нам за кулисы. И просто вот прям это было... Я до сих пор помню эту сцену. Мы стоим, и он над нами стоит и рассказывает, и поздравляет нас. Вот такое было у нас начало, а потом мы играли все спектакли детские, классические, и «Колобок», и «Гусенок Дорофей», и «Незнайку», ну, все, потому что очень много мы часто гастролировали, так что у нас была такая прям интенсивная жизнь театральная. Мы участвовали во всех театральных мероприятиях республики. Так что я не скажу, что это было не скучно или неинтересно. Это было очень интересно. Зоя Никеевна, а в чем вообще специфика, особенность работы актера вот именно кукольника? Вы знаете, мне часто задают этот вопрос, и я всегда на этот вопрос так отвечаю. Вообще сложно. Я считаю, что кукольник – это ремесленник, потому что если актер драматического театра, он выходит, и его психофизика – это он сам, и он своими физическими данными, своим мастерством он может показать образ. А кукольник должен попасть в маску куклы. То есть вот у меня кукла, я попадаю в маску, и кукла должна ожить, я должна вдохнуть в его жизнь. Это очень сложно. Это очень сложно. Быть кукольником – это мастерство. Поэтому вот это, как мне говорил мой учитель, не всякий драматический актер может стать кукольником, но кукольник всегда может быть хорошим драматическим актером. Каким образом проходит вот рабочий день кукольников? Опишите ваш процесс работы. Ну, я хочу, я постараюсь, чтобы у нас так было. Мы, по крайней мере, стараемся, чтобы у нас так сложились такие у нас традиции в театре кукол. Во-первых, тренинг. Заходит утром актер, начинается с тренинга. Это сценическая речь, это сценическое движение, это хореография обязательно и плюс вокал, потому что актер-кукольник должен быть просто вооружен всем. Это очень такой многостаночник, актер-кукольник. А дальше уже репетиции. По вождению кукол очень много времени занимает, потому что у нас ребята некоторые не профессионалы, и мне приходится, учить их. Леша, будь там на дверях. Все, доходи, долго ходишь. Там буквально 4 шага. Развернулся. Помнишь? Да? Нет. Нет. Сюда. Все время вот куклы возвращай. Важные. Двери откройте, пожалуйста. И все исчезли. Двери закрыли. Так, стоп. Мы играем не только детские спектакли. У нас в репертуаре уже 2 больших спектакля Леша Сарангов, наш главный режиссер, поставил для молодежи. Мы считаем, что наш театр должен быть таким местом силы для молодежи, подростков, тинейджеров. То есть не только малыши, но и подростки, молодежь должна приходить к нам, кто в руках держит пушкинскую карту. То есть в прямом смысле слова актер-кукольник, он должен быть мастером, скажем так, на все руки. Да. И петь, и руками играть, Да. и голосом, и всем, да? Да, совершенно верно. Вот про голос хочу сказать отдельно, потому что кукольник должен обладать таким классическим голосом, потому что ему приходится играть
все, даже предмет. И то есть он должен обладать таким гибким голосом, так владеть своим голосом, что кроме зайчиков, волков, там, или, там, каких-то неведомых чудищ, там, он должен обладать этим Должен голосом и перевоплощаться. перевоплощаться, выражать. То есть эти краски голосовые он должен, как художник, иметь у себя в палитре. Возможно ли вообще обучить, обучить необучаемого? То есть человек с хорошими данными, с хорошей, как сказать, игрой, но без голоса. Такое в театре у вас возможно? Я думаю, что возможно. Главное, в какие руки ты попадешь. Но я хочу вот похвастаться. У нас пришли ребята непрофессиональные, но вот сколько мы где-то вот год с ними работаем, очень хорошие кукольники получаются, очень хорошие. Поэтому, знаете, лишь бы было желание. Если человек хочет, он добьется всего. Самое главное — не лениться. Вот я вот всегда всем говорю, молодым актерам и даже нашим опытным: не ленитесь, работайте, никогда не надо останавливаться, потому что остановишься — все. Театр кукол, Государственный калмыцкий театр кукол презентовали в День театра, и он постепенно начал свою работу. Я заметила, что на данный момент он процветает, больше как раз-таки молодежи привлекается. Да. Я чаще вижу в соцсетях, что вот я пошел в театр кукол, там такая современная, какая-то артистичная, с музыкой, со всеми эффектами игра, спектакль. Расскажите, как вам удалось восстановить вот это вот процветание театра? Ну, во-первых, знаете, вот мы считаем, что нам повезло. Повезло в том смысле, что вот старый ТЮЗ взяли на реконструкцию.
И сейчас это современный, красивый, светлый театр. И мне кажется, это первое. Второе, это, конечно, да, даже, наверное, это, скорее, самое главное, это то, что к нам в театр пришел Алексей Сарангов. Потому что это молодой, амбициозный, талантливый, ничего не боящийся творческий человек, который, ну, у него все бурлит, он готов делать всевозможные спектакли, разные причем. И моя задача как худрука театра – поддерживать его, помогать ему и не мешать, чтобы ничего не мешало ему ставить отличные спектакли. Потому что первый спектакль, вот, который мы поставили, это про интернет, про эти видеоигры, которые сейчас увлекают молодежь, как виртуальная жизнь заменяет реальную жизнь, как люди, вот, как наркотик это. И знаете, оказывается, мы попали прямо в самую точку этой проблемы, и очень много зрителей приходят и сами себя узнают, нашими герои, которые играет Ринат Мусаев, великолепно играет. То есть это вот именно молодежный спектакль, затрагивающий эту тему, их тему, молодежную тему. И я надеюсь, что все наши спектакли, которые мы будем ставить для молодежи, будут интересны, актуальны и очень значимы для молодежи. И я надеюсь, что я еще раз хочу сказать, что наш театр, Калмыцкий государственный театр Джангар, будет таким местом, меккой для нашей молодежи. Я надеюсь на это. Вот именно, кстати, этот спектакль встрепенул социальные сети, да. Все говорили о нем. В вашей труппе, в вашем составе преобладает как раз-таки большое количество молодых людей. Да. Как они проявляют себя на сцене, вот, по вашему мнению, как руководителя? Ранее они не заканчивали, допустим, какое-то специальное образование, но тем не менее сейчас они довольно-таки уверенно. Вы знаете, в театр просто так не приходят, потому что в театре задерживаются только те люди, которые любят театр и считают, что театр – это их призвание. Те, для кого театр – это так, времяпровождение, они быстро уходят. И поэтому я очень рада, что к нам пришли вот такие ребята, как Ринат Мусаев, как Савр Цикиров, как Нина Ванькаева. Очень творческие ребята, талантливые, поющие. И я, знаете, хочу сказать, что они очень умные, они обучаемые. И я надеюсь, что наши зрители скоро услышат. Это наши будущие звезды, я считаю. А наша задача, вот, руководителей театра, их раскрыть, зажечь, эти звезды. И я думаю, что у них будущее прекрасное, актерское. Дай бог, чтобы эти таланты вдохновляли наших телезрителей всех и зрителей театра, скажем так. И очень здорово, что вы как руководитель работаете в таком сплоченном, слаженном тандеме с вашими вот ребятами молодыми. Я их всех люблю, очень люблю. Я дорожу каждым актером. Их немного, но я думаю, что вот мы немножечко раскрутимся, и к нам придут еще люди, потому что я слышу, что интересуются нашим театром. Вот мы, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот к нам скоро приедут еще два актера, не из Калмыкии, так скажу, и мы с надеждой ждем их приезда и думаем, что еще интереснее будет у нас в театре.
По доброй традиции можете оставить свои какие-то добрые пожелания на день грядущий для всех-всех тех, кто смотрит нас прямо сейчас. Любите друг друга, потому что любовь – это такая сила, которая спасет всех и все преграды снесет. Поэтому любите друг друга. И в завершении нашего эфира я желаю всем вам самого доброго утра, энергичного и продуктивного дня. О самых актуальных событиях смотрите на национальном телевидении Калмыкии. Встретимся завтра в это же время. Пока-пока!